системами в ближайшем будущем, говорит Кристен. Его группа сейчас работает над Caulobacter Tensys 3.0, версией полностью функционального генома. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова. «Персонально ваш» сегодня политолог Николай Евдокимов. Николай, приветствую. Добрый день. Номер для ваших смс-ок, напомню, +7 927 304 10 51. Пожалуйста, не забывайте подписываться, если задаете нам свои вопросы. И, конечно же, нам можно писать в Телеграм. Трансляции мы также на Ютубе и на Фейсбуке запустили. Нас там можно смотреть, ну и не только этот эфир, а все остальные. Пожалуйста, принимайте участие в нашем эфире. Николай, давайте, наверное, с вами начнем со смены главы Центра избиркома Республики. Довольно громкая была новость о том, что Хайдар Валеев уходит в отставку, оставляет этот пост, который он достаточно долго занимал. Почему сейчас? Ну, на самом деле, да, вы знаете прекрасно, что вокруг Центра избиркома немало копий было сломано относительно и самого Хайдара Валеева, и относительно того, что вот-вот эту должность должны предложить другому человеку. Но, наверное, с тех пор, как новый глава региона пришел полгода назад, полгода ведь уже скоро будет, совсем скоро, да, то действительно эта отставка обсуждалась, но произошла она именно сейчас. Но, кстати говоря, я не разделял бы точку зрения относительно того, что Хайдара Валеева понизили в должности, хотя с формально там иерархической точки зрения можно, наверное, и так рассматривать, но та должность, на которую он сейчас переведен, она, в принципе, тоже находится в структуре, и в какой-то степени можно говорить о том, что он переведен, наверное, по горизонтали. Но почему именно сейчас? Ну, несколько моментов тут, на мой взгляд, играют свою роль. Во-первых, продолжается формирование команды Радия Хабирова, продолжается назначение тех людей, которым он будет в первую очередь доверять. Это первое. Второй момент. Ну, очевидно, что до выборов уже осталось относительно недолго, 5 месяцев всего, и в дальнейшем затягивать процесс не имеет смысла просто-напросто. Не только потому, что, и не столько потому, что там доверяет или не доверяет Радий Хабиров Хайдару Валееву. Я думаю, что это вообще не принципиально, в силу того, что система выстроена достаточно четко, она довольно иерархичная, и не думаю, что тут возможно какие-то сенсации, связанные с личностью главы Центра избиркома, да, я имею в виду результатов голосования. Дело в том, что раз назначается новый человек, который тоже будет принадлежать команде Радия Хабирова, то, соответственно, ему нужно просто войти в курс дела. Понятно, что ранее он, видимо, это будет человек, который не работал в системе Центральной избирательной комиссии, соответственно, нужно будет понять, как это все организовано, как это все строится, ну и, соответственно, провести подготовку, потому что там же очень много технических вопросов, связанных с организацией избирательной кампании. Вот, ну и в-третьих, наверное, это связано с тем, что, в общем-то, формального повода для того, чтобы отправлять в отставку, переводить, точнее, на другую должность Хайдара Валеева, в общем-то, не было, по большому счету, потому что избирательные кампании у нас в эти сроки не велись, в общем, каких-то там скандалов существенных не было, точнее, они были, но они, в общем-то, ушли уже на второй план, потому что время прошло, что называется, заиграно, да, как в спорте говорят. Ну, в общем-то, он сам, если мы сейчас говорим про эту диссертацию его, да? Ну, наверное, в том числе. Ну, то он же признал, что, да, действительно, собственно, отозвал ее сам. Ну, сделал. Это тоже с его стороны был вполне такой грамотный шаг, наверное, да, и в какой-то степени мужественный шаг, потому что, ну, это нужно признать. У нас многие чиновники, откровенно говоря, не признают подобного рода вещей, стараются замалчивать, хотя это сплошь и рядом встречается, я имею в виду вот ситуация с диссернетом. Но здесь, в общем, Хайдар Валеев поступил, на мой взгляд, в принципе, правильно, потому что нужно было как-то этот вопрос решать, он его решил, и, в общем-то, наверное, это спасло его политическую карьеру в какой-то степени, я думаю. Угу. Вот все-таки хочется понять, это такая, наверное, почетная пенсия больше? Нет? Перевод вроде как и в администрацию главы, а вроде как на очень-очень непубличную должность, и вряд ли Хайдар Валеев там где-то будет светиться на первых полосах. Нет, я думаю, что чиновники, когда их переводят по горизонтали таким образом, не воспринимают это как
почетную пенсию, как вы сказали. Дело в том, что публичность, насколько я понимаю, для них не является первостепенным показателем вот, политической значимости собственной. То есть речь идет о том, что будет ли человек на той или иной должности принимать существенные решения. А Хайдар Валиев будет заниматься процессом кадровыми вопросами, управленческими вопросами, в том числе подготовки кадров, и это на самом деле отнюдь не второстепенная должность, на мой взгляд. Да, она не публичная, конечно, но у нас, в общем-то, все должности в администрации главы, ну, может быть, кроме руководителя, не являются публичными, по большому счету. То есть это люди, которые не так часто бывают на телевидении, в средствах массовой информации. Поэтому, мне кажется, тут немножко другая мотивация, и они немножко по-другому воспринимают для себя, я имею в виду государственных служащих вот на этих должностях, собственные функции. То есть именно с точки зрения принятия управленческих решений, способности или неспособности влиять на принятие управленческих решений. Поэтому я знаю, что многие люди, которые, как вы говорите, находились на непубличных должностях, весьма расстроились тому, что вынуждены были осенью пересесть в кресло депутатов Государственного собрания, например, куда как более публичная должность, казалось бы, действительно связанная с публичным процессом, но, как мы знаем, в общем, довольно далек от принятия реальных политических решений. Вот все-таки, если Хайдар Валиев теперь занимается кадровыми вопросами в администрации главы, значит ли это, что он будет принимать очень ключевые решения, или все-таки ключевые решения останутся не за ним? Я думаю, что система власти выстроена таким образом, что ключевые решения всегда принимает только руководитель региона. В нашем случае имеется в виду на региональном уровне. Это, в общем-то, наверное, инерция всей системы управления, которая на сегодняшний день выстроена в России, я имею в виду сверхцентрализованная система управления. И, конечно, то, что есть на федеральном уровне, когда за все отвечает там президент, все это снимается, соответственно, и на уровне региональном. Поэтому, конечно, ключевые кадровые решения все равно будет принимать глава региона, ну и, соответственно, наверное, ближний круг его людей, которые составляют там ядро его команды, то есть это руководитель администрации главы, да, Сидякин, там, Баширов, может быть, еще несколько человек, но, во всяком случае, основные решения будут концентрироваться в этой группе. Но это не значит, что должность Валеева, она незначительна. Нет, то есть все равно как бы возможность влиять на, как я понимаю, муниципальное образование, на кадровую ротацию в органах власти, она остается, потому что подготовка кадров и решение кадровых вопросов — это ведь не только высшее руководящее звено, да, это и муниципалитеты, это и многие другие аспекты, связанные с довольно широким набором функций. Поэтому ключевые решения в рамках сложившейся системы и в России, и в Башкортостане на всех уровнях власти всегда принимает непосредственный руководитель. Просто кажется, что это такое по сравнению с должностью главы Центра избиркома, такой своего рода санаторий, когда ты сидишь вроде как не на виду, вроде как и особой ответственности за окончательные решения ты не несешь, очень удобно. Но нет, понятно, почему это кажется. Потому что Центральная избирательная комиссия у нас тот орган, который регулярно, но по меньшей мере один раз в год становится центром притяжения общественного внимания. То есть как посчитают, правильно посчитают, неправильно посчитают, всегда находятся недовольные. Тут и скандалы с выборами, и ситуация с диссертацией, да, и многие другие там вещи, которые так или иначе привлекают внимание к Центральной избирательной комиссии. Потому что все-таки квинтэссенция политики — это выборы. А выборы у нас проводит Центральная избирательная комиссия. Поэтому, да, действительно складывается ощущение, что ЦИК — это более такой значимый государственный орган, но на самом деле это связано исключительно с его более публичными функциями. И работой с институтами гражданского общества, в том числе с журналистским сообществом. Вот вы говорили, что новым руководителем ЦИК, скорее всего, станет человек, который в этой сфере не работал, что ему нужно будет привыкать, вникать в эту ситуацию. ЦИК России тем временем предложил на этот пост кандидатуру Илоны Макаренко. Как вам она? Как эта кандидатура? Ну, я думаю, что здесь нет никакого секрета, что Илона Макаренко хорошо знает Радия Хабирова. И, собственно, когда ЦИК России предлагает, то надо понимать, что такие вещи, они всегда согласовываются с региональными властями. То есть ЦИК не придумывает кандидатуры, которые там откуда-то из загашников собственных кадровых резервов достает, а, конечно, по
итогам совещания, да, или, скорее всего, просто по рекомендации региональной власти предлагает ту кандидатуру, которую региональная власть лоббирует. Ну, Илона Макаренко, если она станет руководителем ЦИК, судя по всему, да, то это как раз речь о том, что Хабиров продолжает выстраивать свою команду, то есть это человек, который принадлежит к его команде, соответственно, юрист, довольно давно. Но я думаю, что с юридической точки зрения никаких проблем не возникнет, да, то есть человек давно занимается, вот в системе права находится, так будем говорить, но в любом случае Центральная избирательная комиссия — это особый фронт работы, и еще раз повторю, ну, конечно, ей надо будет вникнуть в организацию работы, там много нюансов, в том числе, наверное, чисто правовых. Вы вот говорите в самом начале, да, вы сказали, что нет, скорее всего, вот под этим отставкой Хайдара Валеева и там, новым назначением нового главы ЦИК какого-то опасения Хабирова за то, что неправильно посчитают, выборы пройдут не так, как ему хочется. А нет ли в этом противоречия, да, вот тому же самому, что вы говорите только что на этот пост ставится человек из команды, человек, которого Хабиров давно знает, скорее всего, доверяет. То есть вот я вижу в этом противоречие на самом деле. Нет, я, честно говоря, никакого противоречия не вижу. То есть Хабиров поставил человека во главе ЦИК, которого он, безусловно, знает и которому доверяет, но при этом я не вижу, то есть смысл моих слов сводится к тому, что я не рассматриваю отставку Хайдара Валеева как какие-то политические репрессии по отношению к нему, да, то есть он не ушел в никуда. Да, я не говорю про репрессии, я говорю про подсчет голосов итоговый. На понижение. Что касается подсчета итоговых голосов, то я думаю, что новому главе ЦИК нужно вникнуть чисто технически в эту процедуру, да, то есть вне зависимости от того, кто был бы руководителем Центральной избирательной комиссии, вот моя мысль такова, результаты выборов кардинально бы не изменились. То есть и при Илоне Макаренко, и при Хайдаре Валееве, я думаю, что результаты были бы примерно одинаковые. То есть в этом смысле я хочу сказать, что замена руководителя Центральной избирательной комиссии, она не связана с опасениями за исход голосования, да, не связана с опасениями за эффективность работы, а предполагает, просто в силу того, что Хабиров расставляет нужных людей ему на ключевые должности, определенный элемент ротации. Но при этом Хайдар Валеев сохранил свои позиции внутри политической элиты, по ряду причин, в общем, наверное, тут можно довольно долго рассуждать, почему. В том числе потому, что есть определенный кадровый дефицит в органах власти, и поэтому естественно, что те люди, которые работали и при предыдущем главе, конечно, часть из них, по крайней мере, да, она получит работу и в нынешних, то есть останется в составе нынешней политической элиты. У нас есть пример человека, который работал, по-моему, при всех руководителях Башкирии. Кстати, Хайдар Валеев тоже ведь имеет опыт работы и при Муртазе Рахимовиче, он довольно давно начинал, то есть у него бэкграунд политический довольно большой, то есть карьера богатая, поэтому я не думаю, что там этого плана какие-то проблемы должны возникнуть. Еще одно кадровое назначение, кадровый вопрос — это возвращение Раиля Сарбаева в Башкирию. С чем это связано, на ваш взгляд? Я думаю, что это как раз не связано с желанием, что называется, сформировать собственную команду. На мой взгляд, назначение Сарбаева — это результат попытки поиска некого компромисса с той политической элитой, которая была в рахимовский период, скажем так, с элитой рахимовского периода политической, потому что, безусловно, Сарбаев принадлежит к ней, и, конечно, он, наверное, ее лидер. С другой стороны, я думаю, есть и определенные электоральные задачи, потому что не секрет, что Сарбаев, когда в 2016 году, да, участвовал в выборах в Государственную Думу в Республике Башкортостан, ему удалось сформировать определенную команду, и он, в общем-то, пользовался поддержкой среди значительной части избирателей в Заурале, в Башкирском по тому округу, по которому он шел, там не Заурале, южная часть республики это была. Поэтому я думаю, что здесь есть и несколько моментов. Это и электоральные задачи, то есть попытка расположить к себе тех людей, которые поддерживали Сарбаева, это и попытка найти общие точки соприкосновения с рахимовской политической элитой, которая находилась, естественно, долгое время в некой такой... А у них есть разногласия сейчас? Я думаю, что разногласий нет, но это своего рода символический акт со стороны Хабирова, который подчеркивал бы, что мы готовы к диалогу, и те люди, которые не работали в течение довольно длительного периода времени, они будут востребованы. И одновременно это попытка, наверное, отстроиться от предыдущего главы региона в том числе, потому что очевидно, что Сарбаев при Хамитове, в общем-то, находился в тени
То есть помимо вот его желания выиграть выборы в 2016 году, ну и плюс он там на президентских выборах тоже пытался заявиться, на выборы главы региона, да, или президент уже еще тогда у нас был в 2014. Глава, наверное, уже все-таки. Так вот, Сарбаев, в общем-то, себя позиционировал как противник предыдущей администрации республиканской, поэтому это в какой-то мере желание дистанцироваться и отстроиться, как принято говорить, да, в политической науке, от предыдущего главы и от его администрации в том числе, я думаю. То есть поэтому назначение Сарбаева, на мой взгляд, в общем, довольно символический и так продуманный по политическим мотивам шаг, но вот что касается непосредственно его назначения в качестве главы корпорации развития, да, ну тут затрудняюсь сказать, то есть относительно того, какие меры он будет предпринимать, потому что все-таки человек с 2010 года в системе управления не был занят. Ну, как раз хотела спросить, да, почему, на ваш взгляд, именно туда, а не, например, на вакантную все еще должность премьера? Потому что должность премьера — это все-таки ключевая должность. Премьер — это человек, который должен быть максимально близок к главе региона. Все-таки, на мой взгляд, Сарбаев такой фигурой не является, который был бы максимально близок и разделял бы все установки и все вот те задачи, которые перед собой Хабиров ставит. Поэтому я думаю, нет, конечно, должность премьер-министра подходит довольно слабо для него в этой ситуации. Но что касается вот главы корпорации развития, с одной стороны, это довольно публичная должность все-таки, потому что много внимания уделяется необходимости прорыва, в том числе там, по ряду направлений, инвестициям, в том числе, да, каких-то поиск новых путей социально-экономического развития. А с другой стороны, вроде бы как раз Сарбаев работал премьер-министром до 2010 года в команде Рахимова. То, соответственно, у него должен быть какой-то опыт и связи. То есть здесь может быть речь даже не о том, что Сарбаев является человек с инновационными какими-то взглядами или идеями. Я думаю, что свою роль могло сыграть то, что у него есть определенные связи и опыт работы, вот, имеет опыт работы в экономической системе, в системе управления экономикой, экономическими процессами. Хочется попросить, чтобы вы прокомментировали фразу Аббаса Галямова, политолога, как раз когда он комментировал назначение Ариэля Сарбаева, про Хабирова сказал, я сейчас процитирую дословно, разбитых врагов он не добивает, а наоборот готов дать им службу. Согласны вы с такой точкой зрения, что это были враги разбитые? Или это просто фигура речи? То есть, мне кажется, да, это все-таки фигура речи, потому что мне кажется, оценивать политиков, тем более политиков, ведущих на региональном уровне, по крайней мере, да, как глава региона, кем бы он ни был, там, Хабиров, Хамитов, Рахимов, любой из них имеет свои достоинства и свои слабости. То есть, мне кажется, это абсолютно ситуативный какой-то момент, то есть относительно Сарбаева это, может быть, сработало в отношении какого-то другого человека, на которого там более, там, скажем так, длинный зуб, да, вот, может быть, это и не будет работать, поэтому я думаю, что каких-то закономерностей здесь не нужно выводить, исходя из этого. Это абсолютно ситуативный кейс. Я напомню, что у нас в гостях сегодня политолог Николай Евдокимов, и номер для ваших смс с вопросами +7 927 304 10 51. Еще одна тема, которую хочется успеть в первой части нашей программы обсудить, это создание молодежного движения в поддержку курса Радия Хабирова. Вот так вот это называется Талга-Башкортостан движение. Что это такое вообще? Зачем это все? Ну, это молодежное движение в поддержку курса. Да. Ну, в смысле, знаете, меня что удивило? Я об этом прочитала на Башинформе и больше нигде. Почему это никого, ну, не знаю, не возбудило из журналистов? Это ничего такого в этом особенного, только я, может, как-то реагирую странно. Нет, ну, на самом деле это довольно привычная ситуация, особенно накануне выборов. Если мы посмотрим, например, выборы даже 2018 года, совсем недавно произошедшие, там тоже у нас создавалось молодежное движение в поддержку Владимира Путина там, и так далее. То есть это попытка институализации определенных молодежных групп внутри Единой России, насколько я понимаю. Так там же есть уже молодая гвардия Единой России. Там зачем же есть определенная конкуренция между ними, понимаете? То есть есть конкуренция за ресурсы, за общественное внимание и многие другие вещи. Я это рассматриваю исключительно как пиар-ход определенный, направленный на то, чтобы привлечь внимание вот именно к данному молодежному движению. То есть понятно, что Радий Хабиров будет пользоваться и так поддержкой Единой России, но в данном случае определенная молодежная группа
молодых людей, которые в «Единой России» состоят, но они таким вот образом пытаются точечно бить тогда по электорату. Да, себя проявить, точечно бить. И это их право, то есть я не вижу в этом никакой значительной проблемы. И, честно говоря, какого-то существенного политического шага я в этом тоже не вижу, потому что, на мой взгляд, это пройдет, в общем-то, незамеченным действительно для большинства, потому что просто априори считается, что молодежное крыло «Единой России», оно и так будет поддерживать Радия Хабирова. Но на самом деле это внутрипартийная абсолютно ситуация, которая какого-то существенного влияния пока иметь не будет. Вот если им удастся каким-то образом капитализировать, да, интересы других слоев молодежи, да, там провести форум, например, какой-то крупный, который объединит там молодых людей со всей республики, например, ну тогда да, тогда можно будет говорить о том, что движение выходит на новые рубежи. Или, может быть, там даже межрегиональные, я не знаю. Но пока этого нет, ну, посмотрим, что из этого выйдет. То есть пока я бы не придавал этому большого значения. Посмотрим, что там через месяц примерно будет. Про «Единую Россию» раз начали говорить. Праймерис недавно у них там определились первые кандидаты на праймерис. Среди них, помимо Радия Хабирова, разумеется, еще очень интересные люди, типа главы администрации Кумертау. Рустам Ахмединуров считает, что это очень нужная процедура, праймерис, да, это очень такая правильная, полезная процедура. На ваш взгляд, это вот что это? Зачем это нужно, когда и так все понятно заранее? Ну, и, на мой взгляд, в теории я считаю праймерис вообще очень правильной процедурой на самом деле, потому что это форма внутрипартийной демократии. И я полагаю, что, в общем-то, сама по себе идея верная. Она взята, ну, как известно, из зарубежной практики, из американской по большей части. И в целом, думаю, что и другим партиям тоже не помешало бы проводить праймерис. Но любая идея, она, конечно, должна пройти определенный путь для того, чтобы начать работать. Проблема всей российской политической системы, в том числе партийной, состоит в том, что идет просто копирование образцов, но не всегда копируется суть. Точнее, не всегда ухватывается суть вот всей этой системы. Праймерис ценны, естественно, тогда, когда там есть реальная конкуренция. И когда партия не может определиться со своим выбором. То есть, когда внутри партии существуют определенные группы, и эти группы борются за то, чтобы выдвинуть своего кандидата. Но после рекламы, если вам интересно, мы продолжим. Да, уйдем сейчас на новости, после вернемся. В Россию в прошлом году приехали около 125 тысяч мигрантов. Это самый низкий показатель за весь постсоветский период, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования. Приток мигрантов сократился почти из всех стран. Больше всего из Узбекистана и Украины, которые ранее были крупнейшими миграционными донорами России. Ущерб от коррупции в России по итогам 2018 года превысил 65 миллиардов рублей, говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки. Как следует из документа, более 1,5 миллиардов рублей похитили на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха. Деньги выделялись на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружений. По данным Генпрокуратуры, вдвое выросло количество коррумпированных силовиков. В процентном соотношении больше всего коррупционеров в Федеральной службе безопасности. На втором месте Следственный комитет. Дарига Назарбаева, спикер Сената и дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, не планирует участвовать в досрочных президентских выборах. Об этом местному изданию Тенгри Ньюс заявила ее помощница Сауле Мустафаева. Сегодня Касым-Жомарт Токаев, занимающий пост президента Казахстана, назначил досрочные выборы на 9 июня. По закону следующие выборы в Казахстане должны были пройти весной 2020 года. И до этого момента Токаев мог занимать президентский пост. Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов. Это соответствует количеству допустимых знаков в одном твите, которое долгое время было установлено в социальной сети. Сейчас количество символов увеличено до 280. Повлияет ли это на зарплату Дорси, не уточняется. В течение многих лет он отказывался от выплат, бонусов и премий, чтобы показать свою веру в потенциал компании, отмечает агентство Bloomberg. Forbes оценивает состояние Дорси в $5 миллиардов. Он занимает 343 место в списке богатейших людей планеты.
Федерация бокса России дисквалифицировала на 2 года бронзового призера чемпионата мира, 4-кратного чемпиона страны Тамира Галанова за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начнет действовать с 12 марта 2019 года. В Москве сегодня ожидается гроза. В гидрометцентре говорят, что это достаточно редкое явление для апреля. Обычно грозы бывают в мае и июне. По прогнозу, ночью изменится направление ветра. Это может привести к похолоданию. По данным гидрометцентра, завтра в столице облачно с прояснениями, дождь, ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 11-13. Напомню, что сейчас в столице 16 градусов тепла. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. 10 апреля вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Булатом Загреддиновым обсудим, что мешает инвестировать. Слушайте эфир в среду в 8:45. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Руководитель. Етекси. Руководитель компании. Компания етексихи. Руководитель компании. Компания етексихи. Руководителей уфимских компаний, которые не вышли на субботник, вызовут в мэрию. Шемби үмеге сыкмаган өчен Уфи компаниялары етексилерин Кола хакимиятине сакыралар. Руководителей уфимских компаний, которые не вышли на субботник, вызовут в мэрию. Шемби үмеге сыкмаган өчен Уфи компаниялары етексилерин Кола хакимиятине сакыралар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Елена Черкова у микрофона. Персонально ваш сегодня политолог Николай Евдокимов. Номер для ваших СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Можно писать еще и в Телеграм. Ну и смотреть, конечно, на Ютубе и на Фейсбуке. Мы с вами на праймерис остановились. Да, вот как раз по поводу праймерис. Давайте. Мы говорили о том, что процедура, в общем-то, хорошая, но в России пока не работающая в полной мере. Тем не менее, если все-таки размышлять, лучше, чтобы праймерис были или лучше, чтобы их не были, я поддерживаю точку зрения, что лучше пусть будут. То есть те общественные институты, которые сейчас есть, даже если они не работают так, как нужно, да, или так, как хотелось бы, но как по Чехову, если ружье висит на стене, то оно рано или поздно выстрелит. В конце концов, они созреют и начнут работать так, как нужно. Ну, то есть еще пару лет подождать, и, возможно, что-нибудь изменится. Я думаю, что пару лет — это оптимистичный прогноз. Пару десятков лет подождать. Это, наверное, ближе к истине. Как обычно это бывает у нас. Да, но в любом случае праймерис, они ведь выполняют несколько функций. Не только выбор наиболее сильного кандидата, но и доведение до сведения этого кандидата основных проблем, болевых точек. Это в какой-то степени такие совместные усилия партийных кандидатов, потому чтобы выработать программу, например, того человека, который пойдет на выборах. И хотя в случае с «Единой Россией» в республике понятно, кто победит на праймерис, тем не менее я не думаю, что это абсолютно бесполезный процесс, потому что, может быть, в ходе партийных дискуссий, вот в ходе встреч до Ради Хабиров будут донесены какие-то вещи, которые действительно полезны, которые действительно важны, потому что, одно дело социальные сети, там инциденты, многие другие вещи, но на самом деле все равно вот мозговой штурм такой своего рода, да, который в ходе праймерис может произойти, он был бы более полезен. Но если, конечно, кандидаты не превратят это в формальность, да, и в некие панигерики, которые будут петь действующему главе республики. Время исполняющим обязанности. Время исполняющим, да. Попрошу. Тогда, в общем-то,
это, конечно, не даст какого-то результата. Но я надеюсь, что раз уж люди зарегистрировались в качестве участников праймериз, то какие-то идеи они сформулируют, достаточно любопытные, которые в дальнейшем помогут, в том числе тому кандидату, который от партии пойдет. Как-то, может, скорректировать свою программу или какие-то акценты расставить. Про КПРФ тоже хочется быстренько тогда проговорить. Нас на прошлой неделе сказали, активисты некоторые этой партии в Фейсбуке написали, что вот от Октябрьского района Уфы или от Советского района, не помню сейчас, к сожалению, есть вот 5 кандидатов, которые, возможно, будут выдвинуты на уже рассмотрение риском партии. Стоит ли вообще обращать внимание вот на такие сейчас заявления? Тут от района кто-то там пойдет. У нас КПРФ вообще очень удивительная партия, региональное отделение, я имею в виду, потому что по всей стране сейчас видно, что КПРФ поднимается, коммунистическая партия, в общем-то, они становятся таким агрегатором протестных настроений во многом, да, агрегатором оппозиции. Вот у нас в республике это почему-то не вполне работает, но, точнее говоря, я думаю, что это связано с теми внутрипартийными конфликтами бюрократическими, которые в партии идут. И вот та ситуация, о которой вы говорите, то есть выдвижение 5 кандидатов, мне кажется, она вполне вписывается вот в эту вообще в ту ситуацию, которая сложилась в региональном КПРФ, когда нет единого и четкого понимания, кто будет выдвинут, когда идет конфликт внутри бюрократического аппарата между различными членами партии, причем не последними в региональном отделении. И это, конечно, дестабилизирует партийную работу, ну и потом непонятно, почему 5 человек от там, Октябрьского района. Да, партийная ячейка не может одного, что ли, человека выдвинуть, если у нее есть такое желание. И в любом случае, во-первых, это будет решаться на конференции регионального отделения, во-вторых, конечно, согласовываться с центральным аппаратом КПРФ. Но, наверное, КПРФ тоже было бы неплохо провести праймериз, но тут нужно понимать, что любой человек, в общем-то, более или менее случайный, а случайный, в моем понимании, это тот человек, который не пользуется известностью в республике, он не имеет шансов составить реальную конкуренцию Радио Хабирова. То есть если КПРФ хочет действительно составить конкуренцию, может быть, там затянуть процесс выборов, может быть, даже до 2-го тура их довести, да, в зависимости от того, как они построят избирательную кампанию, и тактику, и стратегию, то тогда это должна быть фигура, которая пользуется узнаваемостью в республике. А проблема в том, что у КПРФ таких мало фигур. То есть на уровне региона их практически нет, но это может быть кого-то рекрутировать извне. Но я уже говорил, что может быть это депутат Госдумы Ющенко, который в принципе обладает ресурсами, хотя может быть не столь узнаваемыми, но ресурсами. Там, ну, может быть, кто-то еще из узнаваемых политических фигур КПРФ, они сейчас в Питере режиссера Борткова выдвигают. То есть, в принципе, есть тенденция, когда КПРФ старается известных раскрученных фигур продвигать в кандидаты в губернатор. Там во Владимирской области Максима Шевченко они пытались зарегистрировать. Вот если что-то подобное КПРФ в республике предпримет, тогда кандидат от коммунистов сможет навязать борьбу. А так это, в общем-то, все буря в стакане воды, что называется. А еще очень громкое дело — это арест министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Ему предъявили обвинение, он сейчас находится в СИЗО. Понятно, что вот вся эта ситуация вокруг Гурьева, там он не один был главным злодеем, да, главным доктором зло, и, естественно, там еще очень много людей. Хочется понять, вот на ваш взгляд, Гурьев станет единственным человеком, который по этому делу пойдет как обвиняемый, в итоге, там, не знаю, показательная порка, показательный процесс, или все-таки это не политическое дело, или это политическое, наоборот, дело, и поэтому будут стараться сейчас полностью распутать клубок и привлечь всех к ответственности? Ну, на самом деле здесь очень много вопросов, вот вы сразу несколько задали, и очень много непонятного до сих пор относительно того, будет или не будет это единственный обвиняемый. То есть я не могу сказать сейчас совершенно точно, дать ответ на этот вопрос. В моем понимании это не политическое дело, которое используется как политический фактор. То есть дело носит уголовный характер, но оно используется в политической пропаганде, в политическом пиаре на региональном уровне для того, чтобы, ну, с одной стороны, одной командой показать, что вот что творилось как бы при предыдущем руководителе, и посмотрите, вот до чего довели республику, мы сейчас все будем исправлять. Такой антипиар Хамитова. Ну да, а с другой стороны, это показывается как гонение на людей, которые, в общем-то, работали в предыдущей команде, как определенные политические репрессии и так далее. На мой взгляд, в общем-то, ни то, ни другое в полной мере не соответствует действительности, потому что в конечном счете это уголовное расследование. Ну, судебного решения еще нет, да, у нас
соответственно, только по приговору суда человек может быть обвинен. Ну да, поэтому посмотрим, только мера пресечения. Посмотрим, во что это выльется. Но понятно, что как бы уголовное дело с политическим оттенком, это совершенно очевидно. Ну вот как раз супруга Евгения Гурьева заявляет, что это политическое дело, и оно закрутилось особенно жестко вот после того, как власть сменилась в республике. Я думаю, что, в общем-то, сложно было ожидать от нее других заявлений, все-таки, учитывая то, что она заинтересованное лицо в этой ситуации, вот в этом конфликте. Что касается смены власти, я думаю, что это был вопрос времени на самом деле. Поэтому я не думаю, что непосредственно как-то это связано, то есть что это инициировано региональной властью. Но понятно, что, наверное, при Хамитове у Гурьева были позиции более прочные, едва ли бы он стал фигурантом этого уголовного дела. Но, тем не менее, думаю, что это вопрос времени, и рано или поздно этот процесс бы имел место быть в любом случае. Продолжая тему арестов, Айрат Зельмухаметов находится тоже под арестом с 25-го, если меня не изменяет память, марта. Пытался оспорить это решение, суд не отменил арест. И вот буквально на днях партия «Яблоко», республиканское отделение, заявило, что это результат боязни республиканской власти. И таким вот образом Зельмухаметова просто боятся в связи с выборами предстоящими, поэтому его арестовали, считают, они буквально называют этот арест политическим. Что вы думаете? Я вот в этом смысле абсолютно не согласен. Понятно, что Айрат Зельмухаметов по политическим мотивам находится, потому что это результат его политической деятельности. Но то, что власть республиканская боялась Айрата Зельмухаметова, я думаю, нет. Потому что для этого совершенно не обязательно было прятать его в СИЗО. Айрата Зельмухаметова могли просто не пустить на выбор через муниципальный фильтр или какие-то другие там. Но, находясь в СИЗО, он, по крайней мере, не может ничего в публичном пространстве заявлять. А не находясь в СИЗО, это вполне возможно делать даже вот здесь, сидя за этим микрофоном. В общем-то, это и делал, да, находясь. Но, тем не менее, я считаю, что, возможно, электоральная база Айрата Зельмухаметова, она достаточно узкая. Он в этом сегменте, безусловно, имеет определенную поддержку, но реальных каких-то шансов, даже если бы он был допущен до выборов, то есть если допустить ситуацию умозрительно, да, что он все-таки примет участие в выборах, например, вдруг его там освободят, да, и зарегистрируют, я не думаю, что у него есть хоть маломальские шансы набрать значимое количество голосов. Да, его поддержит вот та группа политическая, на которую он опирается, но это незначительное число голосов, поэтому скорее наоборот, его арест невыгоден для власти региональной, в том контексте, что у него создается некий ореол преследуемого политического узника, и, соответственно, начинаются разговоры относительно преследования политических оппонентов, то есть в имиджевом плане, я думаю, что это скорее потеря для власти, то есть проще было бы его оставить, там он продолжал бы заниматься своей политической работой, в общем-то, в целом для власти довольно безобидной, в том плане, что она не может ей реально грозить какими-то последствиями политическими, но при этом не создавался бы еще один такой вот случай преследования по политическим мотивам. Поэтому я думаю, что арест Зельмухаметова — это, скорее всего, инициатива силовых структур. Вряд ли она была согласована с региональной властью каким-то образом. Думаю, что нет. Если продолжать тему активистов, хочется проговорить об инициативе Башкорта, которые предложили вернуть в паспорт графу национальности и сделать страницы, дублированные на башкирском, в частности, языке. У меня вот буквально 3 вопроса. Первый — это зачем? Нет, понятно, зачем, да, то есть Башкорт у нас все-таки национальная организация. Нужно понимать, что очень многие национальные организации в России, они, в общем, недовольны были той реформой, которая была проведена несколько лет назад и которая, по большому счету, предполагала в том числе отмену графы национальности. У нас сейчас нет графы национальности в паспорте. Тут несколько концепций борются между собой, да, как таких этнополитических, будем говорить. Суть одной состоит в том, чтобы... И, насколько я понимаю, это стратегия нынешней российской власти, имеется в виду федеральной власти в целом, это в том, чтобы сделать общество консолидированным не по принципу национальному, а по принципу гражданскому. То есть некий, знаете, такой аналог американского плавильного котла. Там, правда, особенность в том, что это общество-то было переселенческое, у нас народы коренные, да, но, тем не менее, такая вот концепция есть. Я как раз в этом вижу причины отмены графы национальности в паспорте, то есть, прежде всего, с тем, чтобы сделать
идентичность граждан, гражданскую идентичность приоритетной по отношению к национальной. Но любые национальные организации, в том числе и башкорты, они не одиноки в этом смысле, в других регионах это тоже имеет место быть. Они настаивают на возрождении этой графы, потому что полагают, и, в общем, логично с их точки зрения, что это позволит некую самоидентификацию национальную людям вернуть, потому что у нас же очень многие люди, по большому счету, с трудом себя идентифицируют в силу того, что браки межнациональные, там, условия существования, среда существования, в общем, довольно такая специфическая может быть. И они рассматривают это как способ самоидентификации. Другое дело, что, на мой взгляд, графа в паспорте, она, в общем-то, довольно слабо, что говорит о национальности человека, потому что я в этом смысле сторонник Даля, который говорил о том, что человек той национальности, на языке, который он думает. Поэтому, тем не менее, в общем-то, логически понять желание этой общественной организации башкорт, в общем, можно. Частично ответили вы на мой второй и третий вопрос, но тоже задам его. Вот насколько эти действия, насколько эти предложения правильны и не дискредитируют ли таким образом себя активисты? Вот такие вещи предлагая. Я понимаю, что они хотят сохранить идентичность, сохранить там язык, культуру, но вот таким образом разве это сохраняется? Нет, я как раз не вижу здесь никакой дискредитации. Это же не только башкирское национальное движение, да, это многие организации, в том числе русские, кстати говоря, в не меньшей степени русские национальные организации. Да, кто-то предлагал вернуть эту графу? У нас в республике это не звучит, конечно, но я имею в виду в регионах Центральной России это периодически поднимается вопрос о том, что необходимо вернуть, но в основном в достаточно правых, скажем так, политических структурах, конечно. Тем не менее, я не считаю это какой-то дискредитацией. Нет, насколько я понимаю, у значительной части башкир, особенно тех, кто, в общем, поддерживает это общественное движение, это находит понимание, находит поддержку. Поэтому никакой дискредитации я здесь не вижу. Но, с другой стороны, да, как я уже сказал, это не может решить проблему в принципе, потому что все-таки национальная идентичность, она не по паспорту определяется, не только по паспорту, точнее говоря, по многим другим составным элементом, поэтому даже если будет написано в паспорте там башкир, русский или татарин, а ты не владеешь языком и не интегрирован в культуру своего народа, это никакого значения не играет, никакой роли. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений. Хочется еще поговорить по поводу визита СПЧ в Башкирию. Игорь Каляпин, который является в том числе и членом СПЧ, у нас в эфире сказал, что этот приезд, это работа делегации, это такой своего рода ревизия того, что Радию Хабирову досталось и с чем он должен работать. На ваш взгляд, визит СПЧ в Башкирию — это что? Это зачем? Несколько странное, на мой взгляд, заявление относительно ревизии, потому что когда мы говорим о какой-то ревизии, да, или о каких-то выполнении контролирующих функций, вообще мы с вами говорили об этом, да, только что несколько минут назад относительно того, что многие общественные институты или институты, которые должны быть общественными, они на самом деле не работают. А почему они не работают? Потому что они начинают фантазировать и представлять, что они являются органами государственной власти. Хотя на самом деле они не органы государственной власти, они органы общественного контроля. Поэтому, на мой взгляд, они не ревизию должны проводить, в общем-то, того, что досталось, а отслеживать ситуацию в режиме реального времени, то есть то, что есть на сегодняшний день. Что касается Совета по правам человека, да, СПЧ и его визита, меня несколько удивило, что, может быть, информационное сопровождение визита СПЧ, оно оказалось не таким, как это можно было бы ожидать, потому что все-таки это довольно серьезное событие в жизни республики. И бояться, в общем-то, тоже не было никакого смысла, потому что Совет по правам человека, как и Общественная палата России, например, да, как и многие другие общественные институты, например, уполномоченные там по правам человека того же самого, в общем, не являются оппозиционерами по отношению к действующей власти, ни по отношению к федеральной, ни по отношению к региональной, а вот выявить какие-то реальные проблемы, это можно было. И в этом смысле, может быть, визит СПЧ, он не достиг тех результатов, которые можно было бы от него ожидать, ввиду того, что как раз-таки общественное внимание было недостаточно к нему приковано в плане слабой
информационной поддержки вот этого события. Вот одно из замечаний, которые точно, как члены СПЧ говорили, будет передано Владимиру Путину в итоговом отчете и будет обсуждаться как раз на заседаниях СПЧ, это ситуация с митингами, точнее, несогласование митингов в Башкирии. На одном из круглых столов активисты, в том числе Лилия Чанышева, да, они рассказывали, как в Башкирии не согласовывают все эти акции, ссылаясь на какие-то другие акции, которые в итоге не проходят никогда ни на одной из площадок. Если предположить, что СПЧ действительно даст какие-то рекомендации, изменится ли что-нибудь в Башкирии? Можно ли ожидать вообще каких-то кардинальных, ну или хотя бы не кардинальных, но небольших перемен в этом? Нет, я не думаю. Также продолжат не согласовывать. На мой взгляд, это не проблема Башкирии вообще. Это проблема всей российской политической системы, которая, по сути своей, является системой авторитарной. И естественно, что тот механизм и те сигналы, которые идут из федерального центра, они транслируются точно так же и региональной властью. Поэтому я не думаю, что здесь позиция СПЧ будет играть какую-то роль. Несколько факторов. Ну, во-первых, тот, о котором я сказал, да, то есть в целом система политическая на сегодняшний день в России, она, насколько я могу судить, невосприимчива к проведению митингов. То есть она носит преимущественно репрессивный характер. Она не настроена на диалог с обществом, в большей степени настроена на противостояние тем силам, которые рассматриваются как оппозиционные. Ну, несложно же заметить, что любые митинги, они начинают восприниматься как проявление какого-то там пятая колонна там, и тому подобные вещи, да, и в Башкирии, может быть, даже не самая худшая ситуация, вот там губернатор Архангельской области вообще шелупонью назвал там митингующих буквально вчера там или позавчера. То есть это вообще ни в какие ворота не лезет, но это довольно точно выражает отношение власти. Как не вспомнить, это великая бузатеры. Отношение власти к митингующим вообще, это первый момент. А второй момент связан с тем, что СПЧ не настолько все-таки авторитетный орган, на мой взгляд, чтобы его там рекомендации были основой для того, чтобы как-то менялся внутриполитический курс. То есть какие-то конкретные случаи, да, то есть вот как в теории малых дел, там, СПЧ может на них повлиять, но все-таки это вопрос принципиального характера, вопрос устройства политической системы, и я не верю, что СПЧ способен сегодня влиять на эти процессы. Ну, то есть, условно говоря, жалобы врачей на то, что одна бригада скорой помощи там условно получает 37 тысяч рублей, а врачи другой бригады там 25 тысяч рублей в одной больнице, жалобы в ЕСПЧ, они могут как-то измениться, вот эта ситуация. А вот глобально касаемо митингов... Совершенно верно. То есть СПЧ может повлиять на ситуацию в конкретно взятой больнице, например, да, исправить ее, но повлиять на ситуацию в целом в стране или в одном отдельно взятом регионе, любом, нет подобного рода возможностей, авторитета и рычагов. Вот, кстати, про больницы, раз уж сказали, вот эта история с концессией в Салаватском роддоме, ее в итоге отозвали. На фоне того, что Ради Хабиров регулярно говорит о том, как нам нужны инвесторы, как мы будем призывать и любить, холить, лелеять, носить на руках, отзыв концессии и расторжение договора с инвестором, как-то выглядит вот не очень хорошо. Как работать-то в этом случае? Ну, тут нужно найти какой-то баланс, я думаю, в первую очередь, потому что ситуация в Салаватском роддоме, ну, действительно странная по всем позициям, и оставлять ее в том виде, в котором она вот имела место быть, да, то есть скандал вышел уже в федеральную плоскость, по большому счету, и там в топе поисковиков оказался, и, конечно, просто так сидеть и сложа руки и смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, было нельзя. А наиболее очевидный выход из этой ситуации, это действительно было разорвать данное вот соглашение. Поэтому... А как-то решить проблему? Ну, я думаю, что тут просто нужно более внимательно относиться. Во-первых, самое главное, мне кажется, что когда речь идет об инвесторах, нужно понимать, что инвестиции в разных сферах могут быть. У нас, так как общество в целом настроено подданнически по отношению к государству, оно продолжает считать, что социальная сфера находится полностью под контролем государства и должна оставаться под контролем государства. Поэтому, на мой взгляд, пройдет еще очень много времени перед тем, как инвесторы реально придут в систему здравоохранения, образования, культуры, науки. То есть эти сферы, они пока должны оставаться под государственным контролем, и, видимо, этот процесс должен идти очень постепенно и поэтапно, иначе мы будем наблюдать то, что мы наблюдали в Салаватской больнице. Но, тем не менее, хочется поспорить. Знаете, когда ты сталкиваешься с проблемой, и единственным решением ты видишь выйти из этой проблемы, да, не решить ее, а просто вот бросить это дело, а потом ты с трибуны говоришь о том, что нам нужно призывать инвесторов, и что нам нужно развивать вот эту всю инвестиционную составляющую республики.
а инвестор видит, что, извините, ты столкнулся с какой-то сложностью и просто разорвал контракт. Нет, ну... Как-то вот репутационные риски, по-моему, они не оценили. Я в данном случае не могу с вами согласиться, да, то есть можем поспорить, потому что, на мой взгляд, все-таки, когда речь идет об инвестициях, то есть инвестор тоже несет определенную ответственность. То есть нельзя подходить к этому процессу односторонне, что вот мы приглашаем инвестора и делайте, что хотите. Инвестор тоже должен нести ответственность, в том числе ответственность, особенно в социальной сфере, когда речь идет о роддоме. И если он не выполняет те функции, которые на него возложены, то есть это же не самоцель привлечь инвестора. Инвестор привлекается для того, чтобы решить какие-то задачи определенные. Если он эти задачи не решает, то государство должно реагировать соответствующим образом. Но другое дело, что я могу согласиться, у государства, наверное, нет пока опыта, как нужно реагировать, как действовать в этой ситуации. Реакция, может быть, оказалась несколько судорожной в этом смысле, да, но она такая вот, ну, как человек из огня, там руку отдергивает, когда обжигается. Ну, вот так же и поступили. Но в следующий раз, я думаю, что опыт из этого извлекут. Но, по крайней мере, в любом случае относиться к инвестированию в систему социального обеспечения, страхования, в здравоохранение, образование, ну, нужно с осторожностью, конечно. Ой, это очень грустная тема, очень долго не будем, наверное, на ней останавливаться. Хочется еще обсудить тему, знаете, какую? Столетие Башкирии. Давайте. Вот мы прям вот спрашиваем у всех наших гостей и пытаемся понять, почему же все-таки так много об этом говорилось в прошлом году при Рустеме Хамитове, и как-то все вот так вот, как очень тихо и очень скромно прошло сейчас, буквально вот. А все очень просто, недавно. На самом деле, да, объясняется по двум причинам, на мой взгляд, ну, глобальным причинам, если мы берем не какие-то технические вопросы. Первая причина состоит в том, что это именно было празднование, которое инициировано предыдущим главой региона, и, в общем-то, оно не вписывалось, видимо, в планы и в бюджет и в, собственно, в стратегию развития нынешнего руководителя регионального и его команды. Поэтому, в общем-то, конечно, не заметить столетие было нельзя, но, в общем, это праздник других людей, что называется, да, поэтому вот оно прошло относительно скромно. А во-вторых, все-таки, понимаете, когда мы говорим о столетии республики, столетие связано на самом деле, по сути, с рождением российского федерализма, потому что это республика, БССР, затем появились другие автономные республики. По большому счету, этот праздник-то не только должен был быть в Башкирии, а в целом это своего рода 100 лет федерализма в нашей стране. А федерализм, несмотря на то, что федерация у нас страна по Конституции с точки зрения административно-территориальной является федеративным государством, но идея федерации сейчас, мягко говоря, не то чтобы не модная, вызывает даже раздражение федеральной власти, потому что де-факто мы видим унитаристские тенденции, и выстраивание вертикали — это, по сути, выстраивание унитарного способа управления. Поэтому вот все разговоры о федерализации, о самостоятельности регионов, они могут вызывать раздражение центральной власти, поэтому я думаю, что в конечном счете вот было принято такое решение провести скромнее, скажем, этот праздник. Это был Николай Евдокимов и программа «Персонально ваш». Спасибо и пока.